НТВ, в студии Михаил Осокин. Главные темы дня. Перегруппировка сил вдоль административной границы Дагестана и Чечни, о которой так много говорили все последние дни после окончания боевых действий в Новоласском районе, практически завершена. Военные докладывают, что поставленная перед ними задача по сути выполнена. В соответствии с планом войска заняли все господствующие высоты в горах и предгорьях и прикрыли равнинные направления. Одним из самых опасных участков является Ботлерский район. По словам командующего объединенной группировкой федеральных сил в Дагестане Геннадия Трошева, после окончания боевых действий находившиеся здесь силы не только не уменьшились, но и стали еще мощнее. Военные вышли на те рубежи, которые выгодны для них чисто в военном смысле этого слова. Что если бандиты даже сейчас, видя такую громадину войск, которая сегодня пришла сюда ради одного единого – защитить народы Северного Кавказа, а в целом России от террористов и бандитов. Поэтому этот рубеж проходит независимо от административных границ, от рек, высот и так далее. Сегодня небольшие группы десантников и спецназа внутренних войск, находящиеся на вершинах гор вдоль хребта, разделяющего Ботлерский район Дагестана и Веденский район Чечни, контролируют практически все дороги и тропы, по которым боевики могут попытаться вновь проникнуть на территорию Дагестана. Соседний Цумадинский район прикрывает внушительная группировка пограничников. Как считает Геннадий Трошин, сил на горном направлении достаточно не только для успешной обороны, но и проведения любых спецопераций по уничтожению крупных отрядов террористов. Вглубь Чечни войска не выдвигаются, разве что разведотряды с высот ведут наблюдение за территорией, где периодически появляются мелкие группы боевиков. Информация о них тут же поступает в штаб, и стоящие в окрестностях Ботлиха артиллерийские системы залпового огня немедленно наносят удары. Вместе с десантниками, мотострелками и подразделениями внутренних войск сегодня границу с Чечней как в Ботлерском районе, так и на всем ее протяжении охраняют так называемые комендантские роты, состоящие из числа воинов запаса при местных военкоматах. Этот взвод из Ботлерской роты занимает позиции на окраине села Ансалта. У бойцов есть все необходимое вооружение, от автоматов до автоматических гранатометов. Это комендантская рота, ее эффективность, боеготовность не только в количественном, но и в качественном отношении. Поскольку это, допустим, военнослужащие запаса, которые отслужили в основном в спецподразделениях и так далее, и они местные жители, которые знают прекрасно все эти проходы, тропы и так далее, подготовленные, которые неприхотливы к этим местностям. Между тем, по словам командующего внутренними войсками России на Северном Кавказе, генерал-полковника Михаила Лабунца, совсем не обязательно, что мощная группировка, стоящая сегодня с трех сторон по периметру границы с Чечней, будет использована для широкомасштабных боевых действий. Не исключено, что в отличие от войны 94-96 годов, на этот раз войска будут использованы в основном для проведения спецопераций и нанесения локальных ударов. Идет большое перемещение бандитских группировок. Они мигрируют. Они пытаются выяснить, где какая группировка войск, чтобы на нее оказывать воздействие. Поэтому обстановка сложна везде. Но она контролируемая, контролируется успешно, наносятся своевременные удары, пресекаются их действия и не дают возможности им выполнить свои злые замыслы. Руслан Гусаров, Амир Амиров, телекомпания НТВ. Административные границы Дагестана и Чечни. И сегодня военные сообщили, что федеральные войска понесли первые боевые потери на территории Чечни. Это первое официальное сообщение такого рода с того времени, как федеральные войска пересекли административную границу. Об этом сегодня тоже говорил нашим корреспондентам генерал Трошев. В населенном пункте Дубовская погибло 2 и 7 человек ранено. Поэтому нам приходится в таких случаях наносить удары по тем точкам, откуда идет выстрел, откуда гремит выстрел этот, откуда летит пуля. Села, населенные пункты, прочистки, зачистки никакие не делаются. Была встреча генерала Казанцева с главами администрации Наурского, Шелковского района, которые высказали вот эту просьбу, что бандитов мы сами, как говорится, отщелкаем или там уберем со своей территории, чтобы народ не страдал. И еще некоторые подробности о том, что происходит на Кавказе вокруг Чечни. С помощью глубокой разведки местности на танках военные уже выяснили, что на севере Чечни в пределах 20 километров никаких укреплений в степях нет. Бронеколонны уже проходили всю зону степей в Шелковском районе и останавливались на линии оросительных каналов. Эти каналы находятся на расстоянии 20-25 километров от границы Чечни со Ставропольским краем.
Возможно, следующим этапом операции станет создание санитарной зоны вплоть до реки Терек, то есть установление контроля федеральных сил над северными районами Чечни. Терек является удобным естественным рубежом. Хуже обстоит дело на западе и на востоке. Там подобных естественных линий нет. Там санитарные зоны вдоль границы приходится создавать по лесистым местностям и по горам. Боевики, базирующиеся в чеченских селах в этих районах, имеют больше возможностей для маневра и скрытного передвижения. И тема Чечни и Северного Кавказа была сегодня главной и в Москве. В частности, об этом говорил на совещании премьер Владимир Путин. Консультативный совет по иностранным инвестициям с участием правительства, Центробанка и более 2 десятков иностранных компаний, работающих на российском рынке, заседает 2 раза в году. Последний раз такая встреча состоялась в июле этого года еще при Степашине. И тогда, и сейчас говорилось о позитивных изменениях в развитии российской экономики и в создании инвестиционного климата. Но сейчас на Западе видят и другое, чего не было в июле. Чечня, террористические взрывы, скандал с отмыванием российских средств за рубежом. Насколько благоприятен этот фон для активности западного бизнеса в России? На пленарном заседании премьер-министр оперировал в основном общими цифрами зарубежных инвестиций. Всего накопленные инвестиции, включая так называемые портфельные, составляют около 28 миллиардов долларов. И 12 миллиардов от этой суммы – прямые инвестиции в реальный сектор экономики. Деньги немалые, но большого удовлетворения они не вызывают. Потенциал такой огромной страны, как Россия, по крайней мере, на порядок выше. Кто будет вкладывать деньги, если неизвестно, какие силы в скором времени придут к власти в России? Сегодня Путин попытался дать гарантию преемственности. Я предложил, и, насколько я понимаю, это нашло поддержку со стороны наших сегодняшних партнеров по переговорам, предложил включить в этот процесс и сотрудничества, и выработки совместных решений представителей всех основных политических сил страны, в том числе и тех лидеров, которые реально претендуют на то, чтобы бороться за кресло президента Российской Федерации. Я думаю, что... То есть я знаю просто их настроение, с некоторыми я уже разговаривал. Премьер признал наличие проблемы отмывания российских средств через западные банки. К сожалению, мы столкнулись с этим. И было бы неправильно делать вид, что мы к этому не имеем никакого отношения, и что мы в этом не виноваты. Главное, что интересовало журналистов, ситуация вокруг Чечни. Сегодня премьер, пожалуй, впервые четко обрисовал этапы военной операции. На первом этапе мы просто обязаны обеспечить безопасность своих граждан, и ничего другого для нас не остается, кроме как обеспечить надежный санитарный кордон. Но конечная цель заключается в том, чтобы уничтожить терроризм окончательно. Как это будет сделано и в какие сроки, мы с вами тоже узнаем в ближайшее время. Путин опроверг информацию, будто российские войска находятся чуть ли не в 20 километрах от Грозного, дав при этом небольшой урок географии иностранной корреспондентке, задавшей вопрос. Нет, это не соответствует действительности. Федеральные силы находятся на определенном удалении от Терека. Река такая там есть, Терек. Имеются ли планы физического уничтожения Басаева и Хаттаба? Я обращаю внимание представителей прессы на то, что они объявлены в розыск по линии Интерпола. Это де-факто означает, что они признаны международными преступниками. В целом заседание сегодняшнего консультативного совета его участники оценили как успешное. Но кардинального улучшения ситуации вежливые иностранцы ожидают не в ближайшие месяцы, а в ближайшие годы. Владимир Кондратьев, Алексей Червяков, Михаил Колосов, НТВ. А ранее Владимир Путин сегодня встретился с президентом Борисом Ельциным. И главной темой была опять-таки обстановка на Кавказе. Они обсуждали помощь беженцам, которые вынуждены уходить из опасных зон Чечни, где не контролируется никак ситуация чеченским правительством и где правят боевики. Президент интересовался, как идет обустройство беженцев, прежде всего в Ингушетии. Ясно, что сама Ингушетия в полном объеме с этой проблемой не справится. Помощь федерального центра поступает туда постоянно и будет поступать. Мы считаем, что количество беженцев, цифры, которые называются, они очень завышены. Но наша задача в том, чтобы оценить объективную ситуацию и принять соответствующие меры. В связи с этим мною было предложено
организовать государственную комиссию по обустройству и беженцев, и по налаживанию нормальной жизни на территории тех районов Чеченской Республики, которые находятся уже под контролем федеральных войск. А теперь последние новости о людях, которые вынуждены уходить из Чечни. Еще один репортаж с Северного Кавказа, с места, где принимают беженцев. Станица Нестеровская, позиция федеральных сил на границе с Чечней. Эти солдаты готовятся к началу сухопутной операции. На этой же границе только в 50 километрах севернее заброшенный блокпост ингушской милиции, а вокруг пустые окопы для армейской техники. Через несколько километров чеченский поселок Горогорский. Он уже под контролем федералов. Пока федеральные силы придерживаются тактики медленного продвижения на территорию Чечни. Меньше чем день назад в этих окопах находились армейские гаубицы. Теперь они в 17 километрах отсюда на территории Чечни занимают господствующие высоты заселением Горогорское. Для Ингушетии сейчас самая главная проблема – это беженцы. С каждым днем их становится больше. Только официально зарегистрированных уже более 100 тысяч человек. Трасса Ростов-Баку сейчас забита машинами. В Ингушетию едут беженцы, обратно пустые автомобили с чеченскими номерами. На разгрузку людей и имущества отводится всего 24 часа. Вы записываете номера машин, они должны в 24 часа вернуться обратно, да, или как? Ну, в основном, да, этот транспорт здесь не остается. То, что вот в основном идет транспорт с чеченскими номерами, этот транспорт обратно уезжает из республики. Один из крупнейших лагерей, куда прибывают беженцы из Чечни, называется Сунжа. Он находится на чеченской территории. По приблизительным оценкам сейчас здесь более 3000 человек. Точной цифры не знает никто. Новые беженцы приезжают сюда каждую минуту. Сотрудники МЧС говорят, что этот лагерь самый обеспеченный, и палаток здесь разбивать больше не будут. Есть такое решение руководства, вроде еще не подтвержденное, что больше палатки здесь устанавливаться не будут в этом лагере, он будет как пересыльный. Вот. Будут люди, беженцы, размещаться. Сегодня, завтра должны уже прибыть вагоны пассажирские и будут размещаться уже в пассажирских вагонах. Сегодня мы стали свидетелями того, как в лагерь привезли воду. Сразу же выстроилась длинная очередь. Но когда привезли хлеб, голодные люди просто вырывали его из рук водителя. Что будет дальше, никто из этих людей не знает. Они ждут помощи и не едут в Ингушетию. Говорят, что там их уже никто не ждет. А в Ингушетии сейчас говорят, что как только начнется сухопутная операция федеральных сил, республика просто захлебнется от новой волны беженцев. Сергей Холошевский, Роман Михайленко, Павел Ленин, телекомпания НТВ, Ингушетия. И подробнее на тему беженцев через 20 минут. Начнем выпуск с сообщений о ситуации на Северном Кавказе. Вести оттуда по-прежнему приходят противоречивые. Как официально заявляют российские военные, операция по созданию санитарной зоны вокруг Чечни полностью завершена. Все господствующие высоты по периметру административной границы заняли подразделения Минобороны и внутренних войск. В то же время оперативный штаб при президенте Чечни постоянно сообщает о том, что на территории республики вспыхивают все новые бои с федеральными войсками. По данным штаба, войной охвачена уже чуть ли не вся территория Чечни. Сегодня в Министерстве обороны подтвердили, что накануне федеральные войска вступили в бой с боевиками у станицы Дубовская, в результате которого 2 российских солдата были убиты, 8 ранены. Несколько часов назад бой развернулся в 35 километрах от Грозного вблизи станицы Червлены. По сообщениям из штаба при чеченском президенте, под контроль российских подразделений уже перешла станица Шелковская. Как утверждают представители военного командования Чечни, сегодня передовые колонны федеральных войск находятся уже в 10 километрах от левого берега реки Терек, и столкновения с ними идут непосредственно у перекрестка дорог Моздок-Кизляр и Грозный-Кизляр. Опять же, по сообщениям чеченских военных, весь день на Дагестано-чеченской границе ведется мощный артиллерийский и минометный обстрел населенных пунктов в Ножа-Юртовском, Урус-Мартановском, Гудермесском и Веденском районах Чечни. Используются установки залпового огня «Град» и «Ураган». Кроме того, удары по названным районам ведет штурмовая авиация. В то же время российское Министерство обороны и штаб федеральных войск в Моздоке большую часть этих сведений не подтвердили. Однако премьер-министр России Владимир Путин сегодня все же дал понять, что подразделения российских войск продолжают наращивать свое присутствие на территории Чечни и в данный момент действительно находятся в нескольких километрах от реки Терек. Федеральные силы находятся на определенном удалении от Терека. Река такая там есть, Терек. Значит, вышли на некоторые другие позиции со стороны Дагестана,
со стороны других, значит, прилегающих территорий к Чечне Российской Федерации. Мы только что получили репортаж от нашего специального корреспондента в Дагестане. Последние новости с линии фронта. Трасса Кизляр-Грозный до Грозного чуть более 100 километров. Еще буквально вчера здесь была чеченская территория. Теперь здесь российские войска. Уже на чеченской земле расположилась одна из застав внутренних войск. Основные силы продвинулись дальше и, по некоторым данным, углубились на десятки километров по территории Чечни. Во всяком случае, подтверждается информация о взятии станицы Бороздиновская. Российским войскам там противостояло около сотни боевиков. Несмотря на то, что до этого Бороздиновскую бомбили и обстреливали несколько дней. И по своему накалу эти бои не уступали сражениям в Кармахах или в Новолакском районе. Преступлений, может быть, даже и немного было, но взаимодействие у них было организовано, потому что у них там мы начали немного отходить, с левой и с правой стороны нас начали поливать. Забрасывать просто-напросто. Сколько их было, ну если их было, допустим, там, ну, человек 15, может быть, человек 10, если было впереди, то слева, справа то же самое работать начали. Алексей, один из командиров внутренних войск, сам только недавно вышел из того боя. И только сейчас обнаружил пробоины в борту своего БТРа. И поэтому считает, что родился в рубашке. Однако и Алексей, и его сослуживцы уже проходили Чечню. Но сами опасаются, чтобы туда вновь не послали молодых и не обстрелянных солдат. С этими бойцами я не против пойти, которые им на замену придут, я не знаю, с ними не стоит, наверное. Почему? Молодые, необученные. Стены блокпоста испещрены надписями в духе Великой Отечественной. Мы ушли, но если надо, вернемся. Все это относится ко времени еще той чеченской войны. Еще вчера здесь была передовая и огневой рубеж. Завтра, скорее всего, здесь будет уже тыл. По рассказам военных, войска продвинулись далеко за Бороздиновскую и занимают равнины Шелковской район Чечни. Судя по всему, федеральные войска уже негласно, но вовсю перешли к той самой наземной операции, о которой так долго говорили. Кирилл Легер, Михаил Искандаров, ТВЦ, с места событий, Дагестан. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, Чечню уже покинуло свыше 100 тысяч человек. Массовый поток беженцев может привести к проникновению боевиков на сопредельные территории. И такие случаи уже были зарегистрированы. В связи с этим с сегодняшнего дня на всех КПП и во всех пунктах временного размещения будут созданы фильтрационные пункты, в которых будут работать сотрудники спецслужб и миграционной службы. Вся граница между Северной Осетией и Чеченской Республикой блокирована военными и милицией. Поэтому единственным окошком между двумя республиками является вот этот КПП, через который каждый день проходят сотни беженцев из Чечни. Поэтому неудивительно, что к этому КПП сотрудники Федеральной службы безопасности уделяют особое внимание. Ежедневно здесь разыгрываются маленькие трагедии. Люди как можно быстрее хотят уйти из Чечни, но с каждым днем процесс проверки и регистрации становится все более длительным. Поэтому милиционерам, военным и сотрудникам миграционной службы все сложнее удается справиться с потоком беженцев, счет которых уже пошел на тысячи. С каждым днем поток более увеличивается. Да, первые дни было более-менее скопление меньше людей. Сейчас уже люди стали как-то больше. Военные милиционеры в первую очередь стараются пропустить русских. Чеченские семьи по этому поводу возмущаются. Но в глубине души наверняка понимают, почему это происходит. Русские беженцы рассказывали нам, что в некоторых районах Чечни появились листовки с угрозой в адрес русскоязычного населения. Ухожу, потому что страшновато меня. Я, например, пережила 2 войны там. Вот, и у меня уже нервы не в порядке, чтобы еще вот это смотреть, когда на голову что-то свалится. Чеченские женщины с детьми бегут не столько от бомбардировок, сколько от будущей войны, которая, как они считают, уже в ближайшее время снова разгорится на их земле. Вы же прекрасно знаете, журналисты, что за война это. Прекрасно знаете, 10 раз снимаете, 10 раз показываете. Это просто коммерческая война, и все. На людях деньги делают. Больше ничего. Кто с деньгами, тот не страдает. Никогда не пострадает на войне. Бедный народ страдает, и все. Пожалуйста, уберите камеру. И так тошно от всего. Эта чеченка считает, что федеральная власть долгие годы сама выкармливала террористов Басаева и Хаттаба. По ее словам, в Чечне только говорят о том, как Басаеву и Хаттабу дали спокойно уйти из Ботликского района Дагестана. Значит, это кому-то нужно. Сотрудники ФСБ, которые на этом КПП отфильтровывают боевиков и лиц, находящихся в розыске, о политике предпочитают не говорить. У них и без этого сейчас хватает работы. Основная задача в большом потоке беженцев – выявить боевиков.
Данные о каждом беженце вносятся в компьютер, и только после тщательной проверки дается разрешение на переход административной границы. Столь жесткие правила, по мнению милиционеров и военных, себя оправдывают. Эти вкладыши конкретно были в 96-м году, когда боевики взяли Грозный, они захватили паспортно-визовую службу. Вот эти теперь, их знали все номера, их объявили в розыск. Но вот сегодня проверили, 3 человек нашли. Власти Северной Осетии делают все, чтобы беженцы не скапливались на КПП, и на автобусах отправляют их в Моздок, откуда они на электричках едут в Минеральные воды. И уже там беженцы сами решают, в какой регион России они поедут на временное или, возможно, на постоянное проживание. Мы бы были все русские очень благодарны, если бы Россия помогла всем выехать оттуда, потому что есть такие люди, пожилые, которые не имеют ни средств выехать, одинокие, беспомощные. И они только мечтают о том, чтобы им помогли оттуда выехать. Александр Минаков, Максим Авлошенко, телекомпания ТВЦ с осетино-чеченской границы. Проблема беженцев не могла не затронуть и Москву. Именно в столицу устремляются многие люди, вынужденные покинуть свои дома в результате боевых действий на Кавказе. Однако московские власти физически не в состоянии принять всех нуждающихся в помощи. Для решения проблемы требуется участие и федерального центра. Сегодня руководство города подписало договор о сотрудничестве с Федеральной миграционной службой. Боевые действия на Кавказе уже дали о себе знать в Москве в виде беженцев и вынужденных переселенцев. Из них регистрацию на сегодняшний день прошли 15 тысяч человек. Жесткие регистрационные меры московского правительства руководители Федеральной миграционной службы дипломатично не комментируют. Лишь говорят, что будут следить за их законностью. Лужков повторяет уже сказанное. Он не нарушает законы России. Я тут получил совершенно неожиданное для себя, так сказать, подкрепление моей позиции, хотя она непоколебима, со стороны исполняющего обязанности генерального прокурора, которого, как вы понимаете, никак нельзя заподозрить в симпатиях к мэру Москвы. Так? Когда он сказал, что перерегистрация и вообще регистрационные все эти механизмы, они не противоречат законам Российской Федерации. Срок действия договора между миграционными службами Москвы и России – 3 года. Обязанности – контроль за потоком прибывающих в Москву, их регистрацией и, если нужно, расселением. Формулировка «гости столицы» – штамп еще советских времен. Но теперь далеко не всем, кто приезжает в столицу, нужен обратный билет. Данные статистики. Приезжие составляют треть московского населения. Причем специалисты утверждают, что скоро пропорция может измениться. Каждый день в Москву приезжают и прилетают до 4 миллионов человек. Чтобы ведомство четко исполняло свои обязанности, Москва готова даже увеличить штат своей миграционной службы на 100 человек и платить им зарплату из городского бюджета. При этом в главном федеральном ведомстве уверяют, что соглашение призвано только упорядочить пребывание в городе приезжих, а отнюдь не усложнить их жизнь в Москве. Анна Раева, Евгений Данилин, ТВЦ, Москва. Сопротивлении, которые встретили вошедшие на территорию Чечни российские войска. В станице Дубовская, это Шелковской район республики, погибли 2 военнослужащих. Еще 7 получили ранения. Подробности происшедшего неизвестны. Некоторые выводы можно сделать из слов командующего объединенной группировкой федеральных сил в Дагестане генерал-лейтенанта Геннадия Трошева, который подчеркнул, что реакция военных на выстрелы в спину будет предельно жесткой. Сейчас граница так называемого санитарного кордона, призванного воспрепятствовать проникновению боевиков в сопредельные с Чечней регионы Северного Кавказа, проходит к северу от Терека через населенные пункты Кречетов, Саркасай и Сарысу. Сегодня генерал Трошев дал понять, что войска выполнили поставленную задачу. Теперь необходимо наладить контакт с местным населением, чтобы избежать провокаций. И с этой целью генералы отправились сегодня на встречу со старейшинами сел, оказавшихся под контролем федеральных сил. Ботлийский участок Дагестано-чеченской административной границы военные по-прежнему считают одним из вероятных направлений новых вторжений боевиков в республику. Горные дороги и перевалы здесь взяли под контроль подразделения Минобороны. Побывавшие сегодня в Ботлийском районе руководители объединенной федеральной группировки считают, что августовские события на дагестанской земле больше не повторятся. Я удовлетворен тем, как расположились войска, какие выбрали огневые позиции. Я считаю, что мы в любое время готовы дать отпор любому бандиту, любой банде, которая посмеет повторить то, что они сделали в Дагестане
буквально вот в недавнем времени. Генерал Трошев заявил, что операция по созданию санитарной зоны, призванная обезопасить сопредельные республики от вторжения бандформирования Чечни, завершена. Подразделения Минобороны и внутренних войск заняли все господствующие высоты по периметру административной границы и активных действий не ведут. Геннадий Трошев сообщил, что авианалеты и артиллерийские удары по огневым точкам боевиков и по их базам продолжаются. Войска зачистки в селах не проводят. В соответствии с договоренностями с главами администрации Наурского и Шелковского районов, военные не входят в населенные пункты в санитарной зоне, если там только мирные жители. В Чечне растет недовольствие отрядами Басаева и Хаттаба. Старейшины заверили, что бандиты уйдут из сел. Однако, как заявил генерал Трошев, пока эти договоренности не соблюдаются. Если не будет никаких выстрелов в спину солдату, будут убивать солдат, а, к сожалению, это слово они уже не сдерживают. В населенном пункте Дубовская погибло 2 и 7 человек ранено. Поэтому нам приходится в таких случаях наносить удары по тем точкам, откуда идет выстрел. Речь, по мнению военных, не идет о широкомасштабной операции. Активно в борьбе с боевиками будут задействованы спецназ и другие подразделения особого назначения. Алька Абдулгамидов, Альберт Магомедов, ОРТ, Дагестан. Общее число беженцев из Чечни на сопредельных с республикой российских территориях к сегодняшнему дню превысило 100 тысяч человек. Это официальные данные МЧС России. Больше всего беженцев в Ингушетии – почти 90 тысяч. Для их размещения развернуты 5 палаточных городков. Еще 3 должны быть построены в ближайшие дни. Однако этого количества палаток достаточно, чтобы дать пристанище лишь 5 тысячам человек. Все подробности происходящего сейчас на границе Ингушетии и Чечни в репортаже Максима Киселева. Анархан Халухаев в Ингушетии с рождения. Последние дни живет в бане. В 3 комнатах своего дома разместил родных и знакомых, бежавших из Чечни. 32 человека. До рекорда далеко в соседнем доме 4-е сутки живут 98 беженцев. Здесь спим, на полу спим, постелим вот эти ковры. И на полу какой куртка, какой узелок, под голову ложимся и так спим. Самый минимум 50 булок уходит в день. Самое меньше. Это хлеб, я говорю. Я не буду сахар, там, мясо, картошка, лук, другое, третье, 10-е. Что есть у меня, что есть у них. Все вместе как-то взято. Делиться надо. Регистрация беженцев на Назране от рассвета до комендантского часа. Затем ночевать к родственникам на вокзал или в палаточные городки. Новый лагерь беженцев под городом Карабулак. 10 палаток, 500 семей. У местной администрации уже закончились бланки для регистрации беженцев, которые каждый день сюда прибывают сотнями. Сегодня сюда провели электричество. Каждый день подвозят воду и хлеб. По одной буханке в сутки на 3 человек. Все, что может местная администрация. Для многих бежавших из Чечни Ингушетия – перевалочный пункт. Кто-то пытается выехать к родственникам в Ставрополе, кто-то еще дальше. Но граница пока закрыта. Как говорят ингушские власти, о трудоустройстве беженцев речи быть не может. Рабочих мест не хватает и для местных жителей. Основное сейчас разместить и накормить людей. Главная надежда на гуманитарную помощь из центра. В ближайшие сутки в Назране ждут несколько автоколонн с продовольствием и медикаментами. Максим Киселев, Денис Алексеев, Георгий Виноградов, ОРТ, Ингушетия. Под видом беженцев Чечню могут пытаться покинуть террористы. Несколько таких случаев уже зафиксировано на границе. И они дали повод российским властям заговорить о необходимости создания фильтрационных пунктов. Об этом шла речь, в частности, в Москве на совещании под руководством премьера Владимира Путина. В нем участвовали министры, силовики и заместители руководителя кабинета. Одновременно правительство создает госкомиссию по обустройству беженцев и налаживанию нормальной жизни в тех чеченских районах, которые сейчас контролируются российской армией и милицией. Эта инициатива Владимира Путина была сегодня одобрена Борисом Ельциным во время их встречи в Кремле. Президент и премьер обсудили самые важные на сегодняшний день вопросы. Говорили о борьбе с терроризмом не только на Северном Кавказе, но и во всей Российской Федерации. Президент интересовался, как идет обустройство беженцев в Ингушетии. Помощь из федерального центра, подчеркнул Владимир Путин, поступает постоянно и будет поступать. Данные по количеству беженцев самые разные. Сегодня президент Ингушетии Руслан Аушев в интервью Интерфаксу назвал цифру 99 тысяч человек. Мы считаем, что количество беженцев, цифры, которые называются, они очень завышены. Но наша задача в том, чтобы оценить объективную ситуацию и принять соответствующие меры. В связи с этим мною было предложено организовать государственную комиссию по обустройству
и беженцев, и по налаживанию нормальной жизни на территории тех районов Чеченской Республики, которые находятся уже под контролем федеральных войск. Президент одобрил это предложение. Сегодня же президент провел рабочую встречу с министром обороны Игорем Сергеевым. Говорили о проекте военной доктрины России, подробно обсудили обстановку на Северном Кавказе. Основное внимание президент обратил на решение социальных и гуманитарных проблем в освобожденных от бандформирований районах. Ирина Алексеева, ОРТ из Кремля. В вопросе проведения операции по созданию санитарного кордона вокруг Чечни представители различных ветвей российской власти демонстрируют редкое единодушие. Спикер Госдумы Геннадий Селезнев, прибывший с визитом во Францию, заявил о поддержке действий военных. Речь идет о том, чтобы покончить с террористами и бандитами, которые окопались сегодня в Чеченской Республике. Часто говорят, что мы пересекаем границы, мы ничего не пересекаем. Чечня – это территория России. Поэтому сейчас нужно уже, как говорится, и властям Чечни образумиться, сообща все-таки поставить ультиматум перед бандами Басаева и сказать, или вы сдаетесь, так сказать, на милость суда, или вы будете уничтожены окончательно. Потому что надо там ставить, конечно, точку. Беженцев надо обустраивать. Нужно, конечно же, их принимать, как мы должны принимать российских граждан. Нужно обустроить, создать условия. А когда в Чечне воцарится мир, когда будет покончено с бандформированиями, многие чеченцы, которые даже давно уехали из Чечни, я убежден, туда вернутся. События в Чечне больше всего интересовали журналистов, освещавших сегодняшнее мероприятие с участием Владимира Путина. Вновь, как и во время недавнего визита российского премьера в Казахстан, представители прессы задавали ему вопросы, что называется, не по теме. На этот раз Путину пришлось отвечать на них после заседания консультативного совета по иностранным инвестициям в России. Я вообще представителей прессы прошу, я отвечу на этот вопрос, да? Чтобы у вас не создалось впечатление, что я ухожу от ответов на ваши вопросы. Но я бы хотел, чтобы вы все-таки больше вопросов задавали по теме нашего сегодняшнего совещания. Эта ремарка премьер-министра вполне передает дух его сегодняшнего общения с прессой. Путин хотел говорить об иностранных инвестициях, но журналистов интересовала Чечня. Премьер сделал ряд жестких заявлений, в том числе персонально, по главарям боевиков. Дагестан, Волгодонск и взрывы в Москве. Все это, по словам Путина, на совести Басаева и Хаттаба. Они объявлены в розыск по линии Интерпола. Это де-факто означает, что они признаны международными преступниками. Они должны быть пойманы и преданы суду. А суд определит степень их вины и вынесет приговор. Премьер опроверг информацию, что боевые действия ведутся вблизи Грозного. Пока все идет по плану. На первом этапе мы просто обязаны обеспечить безопасность своих граждан. И ничего другого для нас не остается, кроме как обеспечить надежный санитарный кордон. Но конечная цель заключается в том, чтобы уничтожить терроризм окончательно. Как это будет сделано и в какие сроки, мы с вами тоже узнаем в ближайшее время. Все эти заявления Путин сделал после встречи с иностранными инвесторами. Решительность власти в наведении порядка должна, по мнению премьера, сделать страну более привлекательной для зарубежных капиталовложений. Их притоку, отметил Путин, явно не способствовал последний скандал вокруг Bank of New York. Инвесторам нужна ясность. Правительство России должно все сделать для того, чтобы все наши действия, чтобы состояние экономики, банковской системы прежде всего, было абсолютно прозрачным и понятным. Со своей стороны западные финансисты говорили, что коррупция есть везде. Важнее готовность правительства с ней бороться. В целом Путин охарактеризовал ситуацию в экономике как устойчивое улучшение. Мрачные прогнозы не сбылись. Страна приходит в себя после прошлогоднего 17 августа. На будущий год правительство даже планирует экономический рост в 3-5%. Но масштаб западных инвестиций по-прежнему несоизмерим с масштабом реальных нужд России. Возможно, эту мысль Путин пытался донести до западных партнеров и в неформальной обстановке. Деловой ланч в президента отеля прошел за закрытыми дверями. Максим Бобров, Сергей Григорян, ОРТ, Москва. Глава МЧС Сергей Шойгу сегодня, в которой задействованы десятки тысяч людей, требует огромных средств. Между тем, бюджет российского военного ведомства на этот год сверстан предельно жестко. О том, как удается разрешать все эти проблемы, мы узнаем из разговора моего коллеги Александра Любимова с генерал-полковником Георгием Олейником. Его называют главным финансистом вооруженных сил. Информационный канал «Время» продолжает программу Александра Любимова «Здесь и сейчас». Александр, добрый вечер. Вы в прямом эфире. Добрый вечер, Кирилл. Действительно, все